Добрый вечер, уважаемые коллеги. Приветствую вас на цикле вебинаров, посвященных ВПР по географии. Пожалуйста, напишите в чате, слышно ли меня, видно ли меня и видно ли демонстрация экрана. Или же можете включить микрофоны и сказать все отлично. Анастасия, добрый день. Я Александр. Добрый день. Из Криро. Да, все отлично, у вас видно и рабочий стол, и вас. Единственное, что как будто бы у вас немножко медленный интернет или что-то подвисает, немножко у вас картинка фризится, очень мало FPS. размытая. Да, может быть, вам тогда выключить камеру, просто голосом говорить, чтобы не нагружать лишнее. Хорошо, мне даже так удобнее будет. Демонстрация экрана идет хорошо, да? Да, на демонстрацию экрана там 1 кадр в секунду, там не так много нужно трафика, как на видео. Отлично. Все, спасибо большое. Уважаемые участники, еще можно секундочку предупрежу Да, всех своих участников. У нас сегодня спикер выступает из дома, поэтому у него нет возможности, он показывает на весь экран презентацию. Если вдруг что-то произойдет, его будет не видно или не слышно, или, скажем, не переключаются слайды, вы включите, пожалуйста, микрофон и скажите голосом, чтобы спикер понял, что что-то пошло не так, потому что в чат ему нужно будет каждый раз сворачивать презентацию и смотреть. Не всегда это удобно. Если вдруг что-то пошло не так во встрече, вы, пожалуйста, включите микрофон и скажите об этом спикеру. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Точно только такую же информацию хотела передать, потому что на прошлый раз с этим уже столкнулась. Да, не стесняйтесь, подавайте голос. Если вдруг что-то, какие-то вопросы будут, будем надеяться на такую хорошую связь, хорошую передачу информации. Спасибо большое. Итак, как я уже сказала, цикл наших мероприятий называется «Особенности оценивания ВПР по географии». Данная ВПР по географии дается в 6, 7, 8 и 11 классах или в 10 классе, если вы заканчиваете курс географии в 10 классе. Поэтому за целый час мы с вами все 4 ВПР разобрать не успеем. Я разделила сегодняшнее наше выступление на ВПР, посвященное 6 классу и 7 классу, а 8 и 11 класс мы оставим на следующий понедельник, потому что информации много, кое-какие даже изменения произошли по сравнению с прошлым годом. Поэтому давайте приступим к изучению ВПР по 6 классу. Итак, вообще всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга результатов перехода на федеральный государственный стандарт и направлены на выявление качества подготовки учащихся. Назначение ВПР по учебному предмету, конкретно география, это оценить качество общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. Документов, конечно же, определяющие содержание проверочной работы много. Главное, конечно же, это сам федеральный образовательный стандарт
и много разных всевозможных документов. По структуре проверочной работы. Вариант проверочной работы для 6 класса состоит из 9 заданий. Но вы знаете, эти 9 заданий, вроде бы это мало заданий, но они разбиты по пунктам. Большинство из которых состоят из 2, а то и 3 частей, объединенных содержанием, темой какой-то, но проверяющие различные умения и требующие различные способы решения задач. Все задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации. Это в первую очередь карта. Вы знаете, что там будет у них работа по карте по нескольким заданиям. Работа с графиками, работа с фотографиями, рисунками и иными условными географическими объектами. Но также умение анализировать и таблицы и текст. С учетом времени, отведенного на выполнение работы, задание требует преимущественно краткий ответ в виде одного слова или словосочетания. Это может быть цифра, последовательность цифр, или а также графическая форма в виде символов, допустим, особенно ВПР 7 класса, где необходимо показать условными знаками всевозможные условные знаки полезных ископаемых. Дальше. Пошло, я включаю камеру. Уважаемые слушатели, если Сейчас, нет... подождите секундочку еще. Так. Вот, подождите, вот я вижу образец 6 класс. Все, спасибо, Елизавета. Уважаемые слушатели, пожалуйста, отключите свои микрофоны, потому что фоновое потом искажение будет звука. Если какие-то вопросы конкретно по моему выступлению, пожалуйста, включайте, а вне не включайте, пожалуйста. По распределению заданий в проверочной работе в 6 класса. Всего заданий, как я уже сказала, 9. Но они разбиты по блокам, поэтому в общем итоге получается 20 заданий, 15 из которых базового уровня с максимальным первичным баллом 23 балла. И по 100-бальной системе их выражают в 70 баллов. А повышенных заданий 5. То есть 10 баллов можно заработать на этих 5 заданиях, или же, если перевести в 100% систему, то 30 баллов. Вся инструкция по выполнению данной проверочной работы есть у учащихся перед самим КИМом, да, получается. На выполнение работы по географии выдается 45 минут. Им необходимо в качестве дополнительного оборудования линейка. Она потребуется для выполнения работы по топографической карте. И для выполнения заданий 6 карандаш. Ну, там условные знаки необходимо будет заполнить. И вот, обращаю ваше внимание, инструкция, которая дается прям ребенку на руки, там четко указано, что при выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами. Потому что дети иногда спрашивают, может, нет, мы не знаем без атласа, но это четко у них прослеживается в образце, в инструктивной карточке получается. По выполнению, чтобы дети, рекомендации, какие бы я дала перед выполнением данной работы. Детей надо настроить, чтобы они задания читали верно. Опыт показывает, что дети не дочитывают вопрос или пишут в вопросе, скажем, цифру, хотя необходимо написать слово или словосочетание. Какие вопросы об этом требуют, остановимся на них чуть-чуть попозже. Итак, в этой инструктивной карточке, вот каждый из вас, наверное, коллеги, проверяет данные ВПР работы, есть такая таблица, она очень удобная, когда делаете анализ работы, а именно, когда заполняете табличную форму, все баллы легко перенести с самой проверочной работы в эту табличку, по своему опыту говорю, и выставлять баллы, и сразу же оценку. Так, сумма баллов максимально можно набрать 33 балла. Максимальные баллы – это 2 балла,
Раньше было последние задания, в 3 балла оценивались, их убрали. Поэтому 33 балла можно набрать. Минимальный 0, соответственно. Ну и отметка за работу. Если ребенок набрал или не набрал вообще от 0, или набрал всего лишь 9 баллов, то оценка еще 2. При выполнении работы на 10, от 10 до 20 баллов набирает ученик, получает оценку 3. От 21 до 28 баллов это оценка 4, но свыше 29 и включительно и 33 это уже оценка 5. Ну, давайте посмотрим, какие варианты в этом году демо-версия представляет Федеральный институт развития качества образования. Итак, как и в прошлом году, я вот взяла как раз-таки демо-версию. Извините, карта у нас будет перевернутая, но немного с этой картой, мне кажется, все равно вы знакомы. Карта будет перевернута, немного будет неудобно туда-сюда перескакивать. Обязательная работа с картами, она будет и в 6 классе ВПР, и ВПР 7 класса. Об этом сегодня мы с вами поговорим. Вот, к примеру, первое задание. Я буду, посмотрите внимание, здесь дана точка А, цифра 1 и буковка Б, точка Б. По этой карте дети должны рассмотреть карту мира, которая дается на странице 2, и выполнить задание, а именно записать название материков, обозначенные на карте буквами А и Б. Ну, шестиклассники уже с начальных классов должны знать материки, поэтому первое задание должно быть для них несложное. Главное правильно написать, не перепутать буквы, что под буковкой А у нас Австралия, под буковкой Б это Северная Америка. За этот ответ ученик получает 1 максимальный балл. Второй вопрос включает в себя, можно сказать, 2 задания, по 2 задания. Первое задание: с какими из названными вами материков связано открытие школьников и исследователей, изображенных на портретах? Здесь необходимо указать букву этого материка, то есть буковка А или Б, то есть или Австралия, или Северная Америка. И в этом же задании, если вы посмотрите чуть ниже, придется так перелистывать, необходимо на карте, обязательно на той карте, которая дана на странице 2, подписать океаны, омывающие берега этого материка. То есть они должны указать, что Абель Тасман и Миклуха Маклай, они исследовали Австралию. То есть они должны в эту ячейку написать не Австралия, а буковку, ту буковку, которая указана в этой контурной карте. И в этом же задании они должны полностью подписать название Индийский океан и Тихий океан. И желательно, чтобы написать правильно. В каком-то году, позапрошлом, наверное, был вопрос, чтобы необходимо написать было Северный Ледовитый океан. Дети, помимо того, что они умеют сокращать СЛО и ОТО, в школе как бы не запрещается делать сокращение, но просите, пожалуйста, когда они заполняют ВПР задание, чтобы они писали правильно. Особенно Северный Ледовитый океан. Как они только его не называли, и Северо-Ледовитый, и Северно-Ледовитый, пускай сразу знают, что это может быть грубой ошибкой. Правильное название географических объектов. Ну и, конечно же, с большой буквы. Это сплошь и рядом можно увидеть у детей в заданиях. Ну, вот, за задание 1.2 можно набрать 2 балла максимально. При условии, что написано полностью, правильно указано, и материк, и подписаны оба океана. Если же указан материк под буковкой А, и указан только один океан, или Индийский, или же Тихий океан, то 1 балл. 0 баллов выставляется при условии, что правильно указан только материк и не дано название океана. Или не подписано, или подписано неправильно. Или же материк вообще не указан. Скажем, буковки не А нет, хотя есть, скажем, подпись океана.
и Тихий Индийский подписаны, но буковки А нет, уже 0 баллов. Ну или, соответственно, полностью ответ неправильный, скажем, написали буковку Б и океаны, другие написали, скажем, Атлантический и Тихий. Это в 0 баллов. Поэтому, когда у вас будут приходить в ВПР-задания, обращайте внимание на критерии оценивания. Союз и или – это совершенно разные союзы. Или это равнозначный союз означает, и это обязательный компонент должен быть в данном ответе. Так, переходим ко второму вопросу. Второй вопрос необходим. На второй вопрос необходимо тоже работать с картой на странице 2, контурной картой, и указать обязательно на карте точку с координатами, которые даны в задании. Так как точка 1 уже указана в карте, 19 градусов южной широты, 45 градусов восточной долготы, учащиеся должны поставить точку 2 с координатами 43 градуса северной широты, 45 градусов восточной долготы. Обычно это вот или одинаковая широта, или же одинаковая долгота. Это строго по долготе должны идти на север. Как разрешается поставить точку, это в районе Прикаспия, с погрешностью плюс-минус 1 градус. Карта маленькая, возможно, погрешность. Главное, чтобы они эту точку поставили. Часто дети забывают. Или ставят цифру 2, не ставят точку. Там погрешности будет много, поэтому данный вопрос, ответ тоже не засчитывается. Обращайте на это внимание, детей тоже предупреждайте, чтобы они ставили точку, а потом уже рядом цифру 2. В этом же задании необходимо указать направление от точки 1 до точки 2. В прошлом году данное задание было открытым, то есть дети должны были сами указывать словами или словосочетанием, в каком направлении от точки 1 расположена точка 2. В этом году уже можно выбрать ответ, то есть из 4 предложенных выбрать хотя бы один, то есть процент выполняемости должен быть выше. Они должны написать цифру 1. Только в этом условии, при этих условиях, что на карте показана точка, и в ответе показана цифра 1, можно выставлять 2 балла. 1 балл выставляется при условии, если точка на карте есть, но направление указано неверно, скажем, не северное, а южное. То есть они взяли расположение точки от точки 2 до точки 1. 0 баллов указывается, ставится при таких условиях, когда нет точки на карте, хотя направление указано верное. То есть или точка показана на карте, но она или с огромной погрешностью, или вообще, скажем, написали широту 45 градусов, а 43 градуса – это долгота, или север с югом поменяли. То есть ответ неправильный, координаты нашли неверные. Или же с большой погрешностью, хотя направление правильное. Вне зависимости от направления, если на карте неверное решение, уже 0 баллов ставится. Обращаю на это внимание. То есть по этому заданию обязательная работа с картой. Если нет обозначения на карте, сразу можно ставить 0 баллов. То есть решений нет. Так, следующее задание. Точка 1. Она дана на карте с координатами 19 градусов южной широты, 45 градусов восточной долготы, по которым они находили в задании 2.1. Расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте текст и рассмотрите космический снимок. Определите, какой географический объект описан в тексте. Но данный объект легко определить. Это остров Мадагаскар. Это и по карте можно определить. Но плюс в этом вопросе то, что есть еще и описание данного объекта. То есть это 4-й по величине остров мира. То есть дети должны знать основные крупные географические объекты. Что данный остров находится на востоке от Африки, отделен от них широким проливом, что остров уникальный по составу животного мира.
живого мира. Это лемуры, некоторые виды хамелеонов. По этому описанию уже дети могут, шестиклассники, определить, о каком географическом объекте идет речь. И они должны словами написать в бланок ответ «Мадагаскар». И за правильное решение этого вопроса ученик получает 1 балл. Следующий блок вопросов, третий. Работа с топографической картой. Данное задание включает в себя 3 подзадания. То есть дан фрагмент топографической карты и к нему задание. По этим заданиям необходимо работать еще и с линейкой. Первое задание. Буду я так вот показывать вам задание и зачитывать. На каком берегу реки Михалевки находится церковь? Подчеркните верный ответ. Вот здесь правильно должно быть подчеркнуто. И дан ответ. В каком направлении от церкви расположен родник? За этот вопрос 3.1 можно набрать 2 балла. То есть дети должны понимать, что чтобы определить берег реки, необходимо встать по течению. Течение на топографических картах хорошо показано стрелочками. Ну, вытянуть руки. Если вытянувшая рука оказалась правой, то это будет правый берег. Если левая, объект находится с левой стороны, значит это левый берег. И дети понимают, что церковь находится по правую руку от берега реки Михалевка. То есть это правый берег. И в ответе они должны прям подчеркнуть слово «направо». Но этого недостаточно, чтобы получить балл, 2 балла. Необходимо ответить на следующий вопрос. В каком направлении от церкви расположен родник? Они должны найти церковь по условным знакам, найти родник и правильно найти направление от церкви к роднику. Бывает, наоборот, делают от родника к церкви. Ответ не засчитывается. Но, соответственно, направление сторон света в 6 классе должны знать очень хорошо. Бывает, путают, да, обычно запад с востоком путают, но все же должны помнить этот вопрос. И в ответе такой веер ответов засчитывается, как в западном направлении, на западе, буковка «З» засчитывается как верный ответ. Никакой восток, никакой юго-восток там, или юго-запад, только в западном направлении. И если ученик написал, что данный объект находится на правом берегу и расположен в западном направлении от родника, точнее, родник находится в западном направлении от церкви, то данный вопрос засчитывается в 2 балла. Если же ученик написал только правильно, скажем, определил берег реки, на берегу реки, на правом берегу находится церковь, а направление указал неверно или не указал, ставится 1 балл. Или же наоборот, неправильно указал направление, то неправильно определил берег реки, а правильно указал направление, тоже выставляется 1 балл. Но если оба варианта неверные, соответственно, 0 баллов. Следующее задание показывать вам не буду, потому что необходимо показать это на карте. Необходимо определить протяженность маршрута от точки А до точки Б на местности с помощью масштаба карты. Перед этим заданием, вообще, когда будете распечатывать варианты ВПР, моя рекомендация посмотреть горизонтальный масштаб, то есть через линейный масштаб, чтобы был ровно 1 сантиметр, потому что возможны будут искажения. Если задание ВПР распечатано, скажем, на одном листе 2 страницы, будут большие искажения. В старших классах даже не всегда могут правильно определить по такому искажению масштаб. Шестиклассники тем более. Поэтому необходимо ВПР-задание распечатывать на отдельной странице, чтобы эта топографическая карта была не искажена.
И ваша задача как преподавателя перед самим заданием, перед началом ВПР проверить, совпадает, нет масштаб, чтобы баллы не теряли дети. Чаще всего масштаб задан в 1 сантиметре 100 метров. То есть дети должны взять линейку, которая возможно пользоваться на ВПР, отмерить расстояние от точки А до точки Б. Перед началом тоже сказать, что надо взять по центрам данных точек, потому что точки достаточно крупные, искажения могут быть, погрешности. И просто-напросто умножить на масштаб именованный. Если в 1 сантиметре 100 метров умножаем на 100, если 200 метров на 200, дети об этом должны знать. Кроме того, в задании написано, что расстояние на карте надо измерять по центрам точки. Если они правильно возьмут линейку, хорошую линейку с четко виднеющей шкалой, то они должны измерить в 2,5 сантиметра. Ну, соответственно, ответ написать 250 метров. Детям необходимо сразу сказать, что необходимо написать протяженность маршрута на местности, не на карте, а на местности. То есть как данные, на каком расстоянии друг от друга находятся эти точки. Обычно шестиклассники просто показывают 2,5 сантиметра. Об этом надо им тоже заранее сказать. В данном варианте ответов можно набрать 1 балл, причем веер ответов может быть с погрешностью плюс-минус 10 метров, то есть от 240 метров до 260. Больше и меньше не засчитываются. По данной же топографической карте в задании 3.3 даны рисунки. Я сейчас быстренько перескочу вам, покажу эти рисунки. Посмотрите, пожалуйста. И какой из изображенных на фотографиях объект будет сооружен на участке, по которому проходит маршрут АБ. Укажите в ответе букву, которая обозначит данный пункт. Ну, здесь футбольное поле, санный спуск и пляж. То есть они должны опять вернуться к этой карте, посмотреть ее. Маршрут АБ должны определить, что это санный спуск. И кроме того, что они должны написать буковку, посмотрите, пожалуйста, они должны выбрать. В прошлом году на данный вопрос необходимо было написать словесное обоснование, 2 обоснования написать. В этом году уже есть выбор ответов, то есть тем самым облегчается работа задания для учащихся. То есть им необходимо выбрать буковку «Б», и написать цифру верного ответа. Какая особенность участка, по которому проходил маршрут АБ, определила ваш выбор. То есть они должны сказать, санный спуск ставится там, где достаточный уклон. Мы с вами видели на топографической карте, действительно, по линии АБ проходят близко друг к другу горизонтали, о чем свидетельствует наличие склона. За выполнение задания 3.3 выставляется 2 балла. 1 балл выставляется, если правильно найден только объект. То есть буковку поставили верно, но или же неправильно определили особенность, ну, скажем, удаленность от населенного пункта или близость к реке. Ответ оценивается в 1 балл. Если же ученик написал особенность правильно, скажем, достаточный уклон написал, скажем, сделал как футбольное поле, то есть нет указания объекта, в этом случае ставится 0 баллов. То есть у ребенка должен быть написан правильно объект. Если объект неправильный, можно сказать, что все, ребенок не понимает, плохо читает топографическую карту и неправильно его ход мышления, действий. Так, 4-е задание тоже немного изменилось с прошлого года, особенно последняя часть. Если я не ошибаюсь, за данный вопрос можно было набрать 3 балла, в этом году 2 балла. Итак,
Четвертая задача связана с часами, часовыми поясами. Разница во времени между городами Санкт-Петербургом и Якутском составляет 6 часов, так как Якутск расположен восточнее Санкт-Петербурга. И день там наступает раньше. На рисунке представлены показания часов в Санкт-Петербурге и в Якутске. В тот момент, когда в Санкт-Петербурге 5 часов вечера. Запишите под каждым рисунком, как отображается то же самое время на электронных часах в этих городах. Почему из года в год ставят этот вопрос? Дети абсолютно, не большинство, конечно, но не умеют переводить время с циферблата, обычных часов механических, да, в электронный вариант. Особенно, если это касается послеполуденного времени. Необходимо детям написать, если в Санкт-Петербурге 5 часов вечера, а это уже после полудня, необходимо указать, что это 17 часов вечера. То есть они должны под Санкт-Петербургом написать слово 17. А вот в Якутске дети должны понимать, там внимательно прочитать задание, что Якутск на 6 часов по времени отличается от времени Санкт-Петербурга, но дети должны понимать, что если пункт расположен восточнее, то день там уже, получается, прошел. То есть они должны к 17 часам прибавить 6 часов. Они должны указать время 23 часа. Если они правильно указали время Санкт-Петербурга и Якутска, за данное задание ребенок получает 1 балл. К этому же заданию дано следующее задание. Настя живет в городе Санкт-Петербурге. Что она делает в указанное время? Используйте для ответа приведенный режим для школьника. То есть дети должны понимать, что девочка живет в Санкт-Петербурге, время они указали 17:00, и по этому режиму должны определить, что в промежутке от 16 часов 45 минут до 18:15 время выполнения домашнего задания. То есть учащийся должен написать, что Настя выполняет домашнее задание. Тем самым можно набрать 1 балл. Но тут же еще и указывается, необходимо указать, что в это же время по своему часовому поясу выполняет Катя, находясь в Якутске. Зная, что в Якутске 23 часа, дети, проанализировав данную таблицу, понимают, что Катя в это время спит, потому что в это время в 23 часа, в промежутке от 22:00 до 7 утра идет ночной сон. То есть дети должны написать, что Катя спит. И при условии, что ученик указал, что одна девочка делает домашнее задание, а вторая спит, выставляется 2 балла. Если указано только одно имя и что делает ребенок, выставляется 1 балл. Четвертое задание. Здесь уже необходимо тоже выбрать ответ. В те года, в прошлом году, необходимо было указать, чем обусловлена разница во времени в разных частях Земли, плюс еще какие-то, точно указать не могу обоснования. 3, если я не ошибаюсь, 3 необходимо было указать составляющие. В этом году необходимо просто написать, чем обусловлена разница во времени в разных частях света. Так, извините, минуточку, сейчас я прервусь чуть-чуть. Извините, пожалуйста, у меня связь плохая. Итак,
необходимо указать учащимся, что разница во времени в разных частях Земли обусловлена осевым вращением Земли. И, то есть поставить цифру 3. Тем самым за этот вопрос можно набрать 1 балл. В пункте 5, в задании 5, задание 5, так. Так, извините еще раз. В задании 5 необходимо было установить соответствие между природными зонами и их географическими особенностями. В данном задании можно набрать 2 балла. 1 балл выставляется в тех случаях, если только перепутаны 2 цифры. Если больше цифр, выставляется 0 баллов. Итак, дети должны понимать, что есть в 6 классе тему природные зоны уже изучают. Они должны понимать, что зонам саван и редколесьям соответствуют такие географические особенности, как преимущественно травянистая растительность под цифрой 2, что занимает обширные площади равнин Африки под цифрой 3, и место обитания зебр, жирафов и антилоп под цифрой 6. Остальные географические особенности, такие как устойчивый снежный покров зимой под цифрой 1, произрастание хвойных деревьев под цифрой 4 и занимать территорию в пределах умеренного пояса северного полушария, это характерно для тайги. Ну, главное, чтобы дети понимали, что тайга – это хвойный лес. Иногда бывает спрашивают, что такое тайга. Им необходимо будет заранее сказать, что тайга и хвойный лес – это одно и то же. Еще раз говорю, за данный вопрос можно получить 2 балла. К этому же вопросу необходимо дать открытый ответ, получается. В какой из указанных природных зон могли быть сделаны представленные фотографии? Написать природную зону, а это тайга или хвойный лес. И так засчитывается. Еще раз моя рекомендация перед началом ВПР, как учителю географии, просмотрите, пожалуйста, насколько хорошо распечатались фотографии. Бывает, или принтер плохо работает, что фотография выходит сплошным черным пятном. Не видно, что это хвойный лес, что животное там бурые медведи, куница. Чтобы фотографии были все-таки более четкие. Если сплошное темное пятно, в какой-то год я столкнулась с данной проблемой, невозможно просто-напросто дать правильный ответ, если только по наитию. Но детям это сложновато. Так, 1 балл нужно заработать. Пошли дальше. Следующее задание связано с климатом, атмосферой. Именно с погодой, я бы даже так сказала. 6-е задание. На метеорологической станции города Н в январе были проведены наблюдения за направлением ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров. Рассмотрите эту розу ветров и ответьте на вопросы. 2 вопроса, за которых можно набрать 2 балла. Какой ветер чаще дул в январе и в каком направлении дует этот ветер? То есть дети в 6 классе, у них есть практическая работа составления розы ветров. И они с данной работой уже знакомы. И проанализировав данную розу ветров, можно сказать, что чаще всего дул ветер в январе 7 дней. Поэтому они должны написать юго-восточный ветер. Можно написать символами ювы, можно юго-восточный. И так принимается. Но главное, чтобы дети обратили внимание, что юго-восточный ветер, чаще всего дул юго-восточный ветер, но в направлении
на севера, в каком направлении, написано, в каком направлении. Он дует на северо-запад. Вот это, дети часто путают, какой ветер и в каком направлении дует. Это надо, конечно же, заранее, когда изучают тему ветер, объяснить. Ну, соответственно, если правильно назван, скажем, первый элемент, какой ветер чаще всего дул, правильно определен, а направление неправильно, выставляется только 1 балл. По 6-му заданию. Даны синоптические условные знаки и дан текст. Выберите рисунок, а рисунок под буквами А, Б и В, на котором знаками отображена погода в этот день, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза. И запишите в ответе букву, которая обозначен данный рисунок. Дети, учащиеся, должны внимательно прочитать вот это условие. Чаще всего они смотрят 10 градусов, они могут написать буковку «Б». А в условии написано «опустилась ниже 10 градусов». Да, соответственно, должно быть ниже, холоднее, то есть минус 16 градусов. Ответ под буковкой А. Если они ответили правильно, соответственно, можно набрать 1 балл. Следующее задание тоже изменилось по сравнению с прошлым годом. В прошлом году необходимо было выбрать тоже из вариантов ответов погоду. Здесь же задание в этом году включает в себя рисунок, можно сказать. Как раз таки в этом задании необходимо использовать карандаш. Андрей в течение дня наблюдал за погодой и описывал ее в дневнике наблюдений. Прочитайте это описание и отобразите его с помощью условных обозначений, так как представлено выше на рисунке. То есть дети должны знать условные знаки облачности, осадков, направления ветра, как изображается температура, влажность. И вот дан текст. И каждую фразу синоптическую дети должны написать в ответе в клеточку. Итак, сегодня целый день было ясно. Слово «ясно» они должны написать вот в эту первую клеточку белым кружочком, не закрашенным. А к вечеру выпала обильная роса. Во вторую ячейку правильных ответов ученик должен указать осадки в виде росы. То есть, можно сказать, перевернутый овал, да, с линией. Дул слабый юго-западный ветер. Дети чаще, как я уже говорила, путают направление ветра. Юго-западный, то есть откуда он берет начало. То есть он должен изобразить стрелочку, которая идет от юго-запада на северо-восток. Вот именно эту стрелочку, в третью ячейку. Температура воздуха днем была около 22 градусов. И влажность 50%. Температура и влажность условными знаками не показываются, но дети должны знать, что в четвертую ячейку должны написать плюс 22 градуса Цельсия, знак Цельсия обязательно. И в последнюю ячейку 55%. 50 и знак проценты. Не промилле, не градуса, а именно проценты. И если в ответе указаны все условные знаки, и процент, и градус, за данное задание выставляется 2 балла. Если же есть одна ошибка, или, скажем, ну, не знаю, чаще всего вот роса, условный знак для детей сложноватый, не указали росу, можно заработать 1 балл. Если указано 2 и более ошибок, 0 баллов. 7-й вопрос. 7-й вопрос. В демо-версии 2 вида заданий. Необходимо здесь прочитать текст и выбрать предложение из этого текста с заданиями. Итак, необходимо
выбрать, вот посмотрите внизу, по каким предложениям можно сделать вывод о результатах движения литосферных плит. Записать номера предложений. Как они запишут, в какой последовательности, здесь сути не влияет это на оценку, на баллы. Главное, чтобы они написали правильно вывод о результатах движения литосферных плит. К примеру, первое предложение. Литосфера – твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части подстилающей ее мантии. Это ничего не говорит о результатах движения литосферных плит. Поэтому данное предложение они не пишут. Второе предложение, простите. Глубинные разломы разделяют литосферу на блоки, литосферные плиты, которые могут перемещаться по пластичному слою мантии под действием внутренних сил Земли. Это тоже никак не говорит о результатах движения литосферных плит. В третьем предложении перемещение литосферных плит приводит к изменению положения материков и океанов на поверхности Земли. Вот здесь как раз-таки говорится о результате, что они не просто двигаются, они изменяют очертания материков и океанов. Поэтому цифру 3 дети должны написать. Под цифрой 4 литосферные плиты сходятся, расходятся или двигаются параллельно друг другу, смещаясь в среднем на 2-3 см в год. Тоже ничего не говорит о результатах движения литосферных плит. В пятом предложении. В местах столкновения литосферных плит на суше образуются складчатые глыбы, а в океане вдоль границы глубоководные желоба. Вот это тоже результат движения литосферных плит. Поэтому помимо цифры 3 указываем цифру 5. Ну и последнее предложение. Расхождение литосферных плит приводит к формированию на дне океана срединно-океанических хребтов, тоже свидетельствует о результате движения литосферных плит. Поэтому пишем 3 цифры. 3, 5 и 6. В какой последовательности сути не меняет, за этот вопрос можно набрать 2 балла учащимся. Если допущена одна ошибка или же лишнюю цифру написали, балл снимается. Ну а 2 и более ошибок, соответственно, 0 баллов. Иногда дети хотят схитрить, напишут все 6 цифр, все равно какой-то из них доверный. На этом сразу надо предупреждать, 0 баллов заработаете. Или же задание 7 может быть такого формата. Также предложение необходимо выбрать правильные предложения. А именно, по каким предложениям можно сделать вывод о негативном влиянии человека на биосферу. А именно, первое предложение. Используя богатство природы, человек негативно внедряется во все оболочки Земли. Ну, здесь ничего не говорится о негативном влиянии. Второе. При создании водохранилищ и распашке земель изменяется водный баланс и почвенный покров, что нарушает видовой состав флоры и фауны на огромных территориях. Здесь очень четко проявляется негативное влияние человека. Поэтому цифру 2 записываем. В Мировом океане среду обитания живых организмов особенно сильно нарушает загрязнение воды, тоже негативное влияние. Поэтому цифру 3 указываем. Под цифрой 4. Утверждение: современные технологии позволяют человеку осваивать новые территории, добывать богатство земных недр, прогнозировать природные процессы и даже управлять ими. Не говорится о том, что человек как-то негативно влияет, поэтому ответ не записывается. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается огромное количество вредных веществ. От чего выбрасывается? Здесь не указано, что именно это сделал человек. Может, какие-то природные факторы, может, извержение вулканов тоже повлияет на вредные вещества. Поэтому дети должны именно понимать, что здесь негативное влияние должно быть человека, а не в общем. Ну и 6. Вырубка лесов, охота, сбор редких видов растений приводит к сокращению и даже уничтожению растительного животного мира нашей планеты. Это ярко демонстрирует негативное влияние человека на биосферу в целом. То есть 3 цифры: 2, 3 и 6 должны указать дети. 8 вопрос. Сохранился из прошлого года. Немного видоизменился. Итак, рассмотрите фотографии с изображением опасного природного явления и назовите его. Дети могут сказать, что это торнадо,
или же смерч. И тот вариант подходит. Но чтобы заработать баллы, этого недостаточно. Необходимо еще указать, в какой части географической оболочки Земли зарождается это явление. И необходимо указать, что это атмосфера. Ответ под номером 4. И если даны оба варианта смерч и атмосфера, цифра 4, выставляется 2 балла. 1 балл выставляется, если указано только явление. Или оболочка не указана, или она неправильно указана, соответственно, неправильно. Но если же написано правильная оболочка Земли, атмосфера, но нет явления, или явление указано неправильно, скажем, сильный ветер, ответ оценивается в 0 баллов. 9-й вопрос. Используя приведенную ниже таблицу, выполните задание. А именно 9.1. Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страной с самой большой численностью населения. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров. То есть они должны понимать, что такое в порядке уменьшения, хотя здесь прямо прописано, что начинать с самой большой численностью населения. Ну и правильно уметь анализировать данную таблицу. То есть они должны работать с первой, второй и третьими столбиками. Первое – это порядковый номер страны, сама страна, да, и численность населения. То есть они должны указать под цифрой, ну, в первую ячейку должны указать цифру 3, потому что в Египте самая большая численность населения из 4 возможных, это 95 миллионов человек. На втором месте идет Франция, поэтому должны указать цифру 4. В третью ячейку должны указать Австралию или цифру 1, 25 миллионов человек. И последняя цифра 2, Греция, это всего лишь 11 миллионов человек. Но обязательно порядковый номер по порядку. Не просто перечислять страны, скажем, словами, а номера 3, 4, 1 и 2. Если порядок указан неверно, ну, то есть два государства поменялись местами, снимается 1 балл. Если 3 неправильно указанных страны, 0 баллов. То есть максимально 2 балла можно заработать. Кроме того, перелистывать я вам не буду, чтобы вы имели в виду таблицу перед глазами, чтобы она у вас была. Вопрос под номером 9.2 связан с тем, что необходимо указать страну, где более половины населения проживает в сельской местности. Запишите в ответе название страны. Обращаю ваше внимание, посмотрите. Дети, вот, когда проверяла вот те года, обычно пишут порядковый номер страны. Здесь уже указано задание. Напишите в ответе название страны, чтобы дети внимательно читали вопросы, чтобы они не теряли баллы. Пожалуйста, своим учащимся это тоже скажите, что более половины населения проживает в сельской местности, более 50%, да, они должны проанализировать сельское население. Это Египет. И в ответе они должны указать Египет. Но чтобы получить 2 балла, этого недостаточно, потому что следующий вопрос под Египтом. В каких 2 странах доля городского населения одинакова? И тоже запишите в ответе название этих стран. То есть они должны проанализировать столбик городское население в процентах и страна. И в условиях дано название, что городское население одинаковое. Здесь одинаковые цифры 80%. А это Греция и Франция. То есть они должны указать в ответе Грецию и Францию. И при условии, что написан Египет и написано Греция и Франция, выставляется 2 балла. Если же написано правильно только Египет, а Франция, скажем, и Австралия, данный ответ не засчитывается. То есть 1 балл можно получить. Еще забыла 8-й вопрос, вдруг сейчас вспомнила. В прошлом году к этому вопросу было подзадание, можно сказать, в котором можно набрать было 2 балла, если не ошибаюсь. Необходимо было указать, какие последствия, да, принесет для человека, для природы данное стихийное явление. В этом году данный вопрос убрали. То есть только необходимо написать
само явление и в какой географической оболочке оно встречается. То есть задание в этом году даже по сравнению с прошлым годом намного упростили. Так. Ну и последнее задание оценивается в 2 балла при условии, если написан ответ и указана правильная раса. Итак, в какой стране из указанных в таблице сделана представленная фотография? Запишите в ответе название страны. Дети должны обратить внимание, что здесь изображен эндемик кенгуру, эндемик Австралии. Соответственно, данное животное обитает только в Австралии. Ответ указывает Австралию. И должны указать, к какой расе относятся коренные жители аборигены Австралии. Это или же астралоидная, но может быть засчитан как правильный ответ и негроидная раса. Правильнее, негроидно-астралоидная раса. В 11 классе об этом детям говорим. Ну, если написано или же только Австралия, а расу определили неверно, скажем, написали европеоидная или монголоидная, ответ оценивается в 1 балл. Если же только раса указана правильно, или негроидная, или астралоидная, тоже 1 балл. Вот такие задания в ВПР 6 класса. То есть, анализируя данный ВПР, можно сказать, сделать вывод, что в 6 классе данный ВПР намного облегчили. Так, сейчас я закрою демонстрацию экрана. Так, открою новую минуточку для 7 класса. Минуточку чуть-чуть. И напишите, пожалуйста, в чате или скажите, видна ли демонстрация ВПР для 7 класса. Ага, хорошо. Так, по ВПРу в компьютерной форме. Так, насчет этой информации по возможности школы, но пока мы настраиваемся на бумажном носителе. Это, наверное, будет выборочно, точно сказать не смогу. К тому же вы знаете, что 6, 7 и 8 классы по ВПРам лотерея, что ли, будет. Какие-то классы попадут под ВПР по географии, какие-то нет. Уже в прошлом году это экспериментировали, вы знаете. Насчет ВПР в компьютерной форме не слышала. Так, ну давайте, если все хорошо видно. Ага, школу уже выбрали форму. Но по своей школе могу сказать, что у нас, скорее всего, да, у нас была такая информация. Я лично за то, что было на бумажном носителе. Потому что у нас интернет с интернетом проблематично. Иногда очень хороший, иногда очень плохой. Поэтому для меня лучше бы, конечно же, на бумажном носителе. Так, если еще нет вопросов по 6 классу, перейдем к 7. Да? Угу. Спасибо за активность. По 7 классу. Тоже, как и для 6 класса, дана инструктивная карточка, инструкция. На что обращаю ваше внимание, данное задание в этом году разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором и карандашом. Тоже на выполнение дается 45 минут. Не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, атласами и другими справочными материалами.
То есть детям надо об этом сразу же сказать. Они обычно настроены на то, что можно пользоваться атласами. В шестых, седьмых, восьмых классах не разрешается. В 11 классе тоже. Еще должны дети обратить внимание на то, что есть условный значок карты, да, то есть данное задание на страницах 2 и 11 выполняется на картах, контурных картах. Итак, ну давайте уж по-быстренькому 7 класс разберем. Большинство заданий оценивается в 2 балла. Задание под номером 4 тоже есть такая табличка очень удобная. Учителю, особенно кто проверяет ВПР, потом анализирует, выставлять сюда баллы. Задание под цифрой 4.1, 6.3, 7.2, 8.1 оценивается в 2 балла. Большинство оценивается в 3 балла, остальные в 2 балла, простите. И задание только в 5.2 оценивается в 3 балла. Как и ВПР 6 класса, первое задание, несколько заданий включает карту. И здесь условных обозначений много. В прошлом году по своему опыту знаю, что дети просто-напросто не могли различить условные знаки. Поэтому, как учителя географии, заранее прошу вас обратить внимание на распечатку. Бывают очень темные, и вот цифры, особенно знаки маршрутов, точки 1, 2, 3, вот эти линии, которые показывают следующее задание по профилю, они просто-напросто сливаются, и дети не могут понять, что от них требуется. А у нас, допустим, по своей школе могу сказать, что на ВПР сидит не учитель географии, а какой-нибудь другой учитель, тоже не в курсе вообще ничего, поэтому делает тему самостоятельно. Детям надо сказать, какие могут быть задания, что где-то надо подписать задание, где-то работать по этой контурной карте. Причем условные знаки здесь разные. Здесь и маршруты стрелочками показаны, здесь буковками показаны географические объекты, цифрами тоже географические объекты. И линии здесь будут по профилю. Ну что, первое задание. Перелистывать пока не буду. Итак, на карте мира, приведенной на таблице 2, на странице 2, изображен маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портрет путешественника и выполните задание. То есть дети должны по данной карте определить, какой путешественник путешествовал по такому маршруту. Посмотрите. И они должны сказать, что это Афанасий Никитин, да, хождение за морей, да, так. И они должны сюда указать, что это Афанасий Никитин. Но 2 балла они получат, учащиеся получат при условии, если они еще подпишут на карте название материка, по которому проходил маршрут. Дети этот вопрос просто-напросто не видят и теряют баллы. То есть они прям должны на этой карте указать посередине, что это Евразия. Именно по маршруту в Евразии проходил данный маршрут. 0 баллов. 1 балл получается, если они забудут вообще поставить на карте данный маршрут. Материк не укажет, простите. А 0 баллов, если написали, что это Евразия, но не указали путешественника. То есть, или сказали Давид Ливингстон, или же Пржевальский. И путешественник или вообще не указан, или же указан неверно. Но на карте все есть. Все равно за этот вопрос оценивается в 0 баллов. Необходимо детям узнать, какой путешественник совершил данный маршрут путешествия. Дальше. 1.2 тоже выполняется с помощью карты. Там условными знаками показаны буковками, да, и стрелочками географические объекты.
На карте буквами обозначены объекты, обозначающие географическое положение материка, по которому проходил маршрут экспедиции. Выберите из приведенного списка и запишите в таблицу название этих объектов. Детям уже облегчили, дали список. Из 6 объектов необходимо выбрать только 3. И должны указать, что под цифрой А это Северный Ледовитый океан. То есть пишут правильно, сразу учите детей, они очень часто неправильно переписывают. Что под буковкой Б, и там стрелочка указывает на Северный полярный круг, и под буковкой В Средиземное море. Если указаны все 3 верные ответы правильно, выставляется 2 балла. Если один вариант указан неверно, выставляется 1 балл. Но если 2 и более, все 3 неправильных или 2 неправильных, выставляется 0 балла. Дальше. По линии маршрута экспедиции отмечены точки, а их там 3. Дети должны найти и записать координаты точки 2. То есть они должны проанализировать с погрешностью может быть плюс-минус 1 градус по широте и плюс-минус градус по долготе, что под цифрой 2, под точкой координатой цифрой 2 скрывается 18 градусов северной широты и 79 градусов восточной долготы. Еще раз говорю, возможно погрешность. Это, скажем, или 17 градусов или 19 градусов северной широты и 78 и 80 градусов восточной долготы. Плюс-минус погрешность в 1 градус не запрещается. Но больше, если погрешность, ответ уже не засчитывается. Дальше. В этом же вопросе, чтобы получить 2 балла, необходимо определить, на территории какого географического объекта расположена точка 2. И они должны указать, что это полуостров Индостан. Если координаты нашли верно, пусть даже с погрешностью в 1 градус, но объект не указан, выставляется 1 балл. Если же объект написан полуостров Индостан, а координаты определены неверно, с погрешностью более чем 1 градус, то выставляется уже 0 баллов. Вот такая вот система оценивания ВПР. То есть должны быть обязательно указаны координаты. Следующее задание, опять-таки, еще раз вернусь к карте. Данное задание связано с линиями. Обратите внимание, извините, правда, перекошенная карта. Линии по профилю будут линия под цифрой 1, под цифрой, не под цифрой 1, простите, по параллели, по экватору 0 градусов широты, по 20 градусов южной широты и 30 градусов южной широты. Вот эти линии. И дан профиль. Надо детей сразу настраивать, рассмотреть профиль. Обычно в профиле указываются горные вершины и спуски, спады или же речная система. И под первой верхней линией, да, по экватору, профиль будет проходить без пересечения с речной системой. В профиле под параллелью 20 градусов южной широты идет пересечение аж с 3 речными системами. Ну и под линией 30 градусов южной широты всего лишь пересекается 1 река. Проанализировав данную карту, дети легко могут понять. Вот посмотрите, здесь идет 3 реки: Парагвай, Парана и Сан-Франциско. Здесь в этом задании необходимо дописать, вот задание идет, дописать параллель, на котором построен профиль. И мы с вами уже проанализировали, это параллель 20 градусов южной широты. Но этого недостаточно получить 2 балла. Здесь надо еще решить 2 вопроса. Необходимо определить по карте протяженность материка в градусах по параллели. То есть здесь возможно, да, искажение опять-таки в 1 градус. Еще раз возвращаюсь к карте, извините, придется так мне листать. Вот это у нас линия 20 градусов южной широты. Им необходимо определить вот эту протяженность в градусах. Первое задание будет, а потом уже пересчитать километрах. То есть они должны указать, что
западная точка лежит на меридиане, посмотрите, 70 градусов западной долготы. Вторая точка лежит на меридиане 40. Вот, посмотрите, 40 градусов западной долготы. Ну, а разница это и будет 30 градусов. Может быть, они посчитают, что здесь чуть-чуть больше, ну, скажем, не 70 градусов, а 71 или 2 градуса. И у них возможно искажение в 1 градус. Но ответ должен быть 30 градусов. Плюс-минус 1 градус. Погрешность может быть. И следующее задание. Еще раз вернусь. То есть здесь они должны написать 20 градусов южной широты. Здесь они должны указать 30 градусов. Здесь уже знак градус есть, потому что здесь выделено в градусах. Но еще одно задание, чтобы получить ответ. Необходимо определить протяженность в километрах. Посмотрите, здесь уже тоже выделено. И зная, что данная параллель находится на... Данный профиль, получается, лежит на параллель 20 градусов, где длина дуги параллели 104,6, а в градусах это протяженность 30 градусов, они должны, используя калькулятор, выполнив умножение, получить цифру, число, простите, 3138 километров. Так, и получается, если сделали все три действия, нашли параллель, нашли протяженность в градусах и узнали протяженность в километрах, за данный вопрос можно получить 2 балла. Если же нашли только параллель и протяженность в градусах, но неправильно или вообще не определили протяженность в километрах, выставляется 0 баллов. Если найдена только параллель 20 градусов, к сожалению, получает ученик только 0 баллов. Так, следующее задание связано тоже с профилем. Необходимо выбрать, какой крупной форме рельефа соответствует участок профиля, обозначенный на рисунке 1 буковкой В. Они должны выбрать или же это амазонская низменность, или же горы Анды, или же бразильское плоскогорье и лапландская низменность. То есть они, проанализировав данный профиль, нашли буковку В и должны написать, что это, если бы низменность была, она бы у нас была бы ниже 200 метров. Здесь у нас четко прослеживается 1000 метров, да? Поэтому они низменность уже не могут выбрать. Если бы были горы ни лапландскую, ни амазонскую, если бы были горы Анды, Анды подписаны под буковкой А, невысокие горы. Поэтому они должны написать, что это бразильское плоскогорье. Кроме того, они должны знать, что между Параной и Сан-Франциско располагается бразильское плоскогорье. То есть они должны поставить цифру 3. И к этому же вопросу, чтобы получить 2 балла, необходимо определить наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходил профиль на этом участке. Мы с вами уже определили, это 1000 метров. Поэтому они должны сюда в ответ указать число 1000. Буковка М уже написана. И 2 балла можно набрать. Если указано только бразильское плоскогорье, а абсолютная высота неправильно определена, 1 балл. Если неправильно определена форма рельефа, а, скажем, правильно абсолютная высота, то ответ засчитывается в 0 баллов. То есть обязательно необходимо указать форму рельефа. Это название географического объекта. К этому же блоку на рисунке 2 изображены значки, которые обозначают месторождение полезных ископаемых в географических картах. Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождение полезных ископаемых, которые добывают на территории, обозначенной на профиле буковкой В. Буковкой В, простите. То есть они должны из данного перечня с рисунка 2 указать железную руду, она у нас показана равносторонним треугольником, алмаз, звездочка, марганцевые руды, буковка, можно сказать, М, закрашенные, и алюминиевые руды. При условии, если
указаны все 4 полезных ископаемых, значка полезных ископаемых, выставляется 2 балла. Если же указано правильно 3 полезных ископаемого, можно поставить 1 балл. Если 2 и менее, 0 баллов. Данное задание оценивается не столь сложно. Третье задание, процент выполнения которого очень резко падает у семиклассников, а это работа с климатограммами. Рассмотрите карту мира, которая дана на странице 3. Рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли. И выполните задание. Первый блок задания такой. На карте мира территории, для которых построены изображенные на рисунках климатограммы, показаны квадратами, соответствующими номерами климатограмм. Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатических поясов под соответствующими климатограммами. Если дети хорошо могут ориентироваться по климатограммам, можно им сразу даже написать, что обозначает климатограммы. Если же нет, опять открываем карту, и здесь показано вот квадратик с циферкой 3 на экваторе располагается, что цифра 2 находится на Аравийском полуострове, и цифра 1 в квадратике – это восточноевропейская равнина, центр примерно. Сейчас перелистну. И должны указать, что под цифрой 1, как я уже сказала, это восточноевропейская равнина, где годовая амплитуда температур значительная, есть отрицательные и положительные температуры, где выпадает достаточное количество осадков, 545 мм в год, что это пояс умеренный. Даже в 7 классе не указывают области, не умеренно континентальной, не резко континентальной, а просто климатический пояс. Считается за правильный. Поэтому по цифре 1 дети должны написать умеренный пояс. Под цифрой 2, проанализировав данную климатограмму, мы обращаем внимание на то, что осадка выпадает очень мало, 47 всего лишь миллиметров в год, что в течение года держится высокая температура, всегда положительные цифры, в районе чуть-чуть ниже 20 и выше 30 градусов, то это сразу мы говорим, тем более если находится на Аравийском полуострове, мы говорим, что это тропический пояс. И третья климатограмма свидетельствует о том, что осадков выпадает очень много в течение года, примерно одинаково, более 3000 мм в год, что температурный фон в течение года сильно не меняется, находится в пределах выше 25 градусов, 26-28 градусов, и находится на экваторе, район Амазонской низменности, то это экваториальный пояс. То есть климатограммы здесь очень удачно, очень хорошо можно определить климатические пояса. Как только написали все 3 правильных пояса, можно заработать 2 балла. Если, соответственно, один пояс определен неверно, остальные верно, то 2, точнее, 1 неверно, остальные правильные, 2 правильных, выставляется 1 балл. 2 неверных ответа оценивается в 0 баллов, простите. Следующее задание 3.2. Какой природной зоне мира соответствуют приведенные ниже характеристики? Укажите в ответе название природной зоны. Дети часто путают, потом пишут по данной, по климатограмме, описывая пояса климатические, указывают вместо природной зоны климатический пояс. Поэтому ребятам надо сразу сказать, что необходимо указывать природную зону, а не климатический пояс. И прочитав характеристики, что данная природная зона занимает большую территорию северного полушария в Европе, в Евразии и в Северной Америке, что четко выражены сезоны года, что в растительном покрове преобладают хвойные деревья, формируются подзолистые почвы, и типичными представителями животного мира являются бурый медведь, лисица, волк и белка. Они должны в ответе указать, что это природная зона тайга.
Некоторые пишут хвойный лес. Думаю, хвойный лес можно засчитать, потому что мы всегда по географии говорим, что тайга – это есть хвойный лес. Хотя в критерии оценивания пишется тайга. Я засчитываю и хвойный лес. Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной вами природной зоны. То есть дети должны указать, что тайга соответствует климатическому поясу умеренных широт. То есть это климатограмма под цифрой 1. И в ответе задания 3.2 должны указать помимо слова тайга еще и номер климатограммы. Это цифра 1. За это выполнение 2 балла. Соответственно, дети должны, если написали только тайга и неправильно определили климатограмму, выставляется 2 балла. Если же указали климатограмму верно, но не указали тайгу, то 0 баллов. Хоть и название природной зоны или не указано, или указано неправильно, выставляется 0 баллов. То есть первая часть должна обязательно быть заполнена. Так, ну а следующее задание 3.3 выполняется, анализируя климатограмму. А именно, здесь необходимо выбрать по климатограмме те характеристики, которые характерны для данной природной зоны. То есть они должны указать природную зону, зону тайги. Если в ответе на задание 3.2 номер климатограммы не указан или указан неправильно, то есть если они, скажем, написали климатограмму тропического пояса, цифру 2 или цифру 3, то данное задание табличное, да, вообще не проверяется. То есть, соответственно, и будет неправильным. Необходимо, чтобы в ответе обязательно было указана климатограмма первого пояса, умеренного климатического пояса. Если в том задании здесь цифра 1 стоит, то можно смело проверять задание 3.3. Если же здесь неправильно, то можно сразу сходу написать уже цифру 0. 0 баллов. Итак, по климатограмме, что можно сказать? Дети должны понимать, что в январе здесь минус 15 градусов, что в июле они должны найти июль и посмотреть, что это плюс 15 градусов указать, что годовая амплитуда в 7 классе они уже точно должны определять, они в 6 классе уже умеют определять, годовая амплитуда будет 30 градусов, это разница между самой высокой и самой низкой температурой. Годовое количество осадков они определяют по климатограмме, 545 должны указать. Ну и месяц, в который приходится наибольшее количество осадков, они должны посмотреть, что самый высокий столбик находится в августе. И они сюда должны указать слово «август». Если все ячейки заполнены верно, минус 15, плюс 15, 30, 545 и август, то ответ засчитывается в 2 балла. Если же допущена одна ошибка, то 1 балл. Если 2 ошибки и более, 0 баллов. Ну, еще раз сказала, 0 баллов, если в предыдущем ответе неправильно указана климатограмма. Так, 4-е задание, она сохранилась из прошлого года. Необходимо рассмотреть схему природного процесса, ну и выполнить задание. Посмотрели они данный рисунок, что здесь представлен 2 сезона года, лето и зима, что есть условными знаками НД и ВД – это давление, и направление ветра. И необходимо ответить на вопрос, какой природный процесс изображен на схеме. Если даны сезоны года и ветры, мы говорим сезонные ветры – это муссоны. Поэтому можно написать процесс образования муссонов или ветер муссон. Любой из этих ответов, веер ответов подходит. И зарабатывается 1 балл, если правильно написан процесс. Под следующим вопросом 4.2
Здесь необходимо установить последовательность этапа природного процесса в летний период. Именно летом. Пускай дети обращают внимание, что не по первой картинке, не по второй, а именно летом, в летний период. И анализируют данную картинку. И обязательно в ответе пишут номера, порядковые номера этапов. То есть они должны в первую ячейку указать цифру 2. То есть летом суша прогревается сильнее, чем поверхность океана, и теплый воздух поднимается вверх. Дальше дети понимают, что подъем теплого воздуха обеспечивает формирование над сушей области пониженного давления. Это цифра 3. Нагревание воздуха над океаном происходит медленнее, чем над сушей, и над поверхностью океана скапливается тяжелый холодный воздух. Это третью ячейку мы пишем цифру 5. Далее тяжелый холодный воздух формируется над океаном, область повышенного давления. Четвертую ячейку мы пишем цифру 4. Ну и остается, воздух перемещается из области высокого давления в область низкого давления, с океана в сторону суши. Цифру 1 в последнюю ячейку. И если написана правильная последовательность из 5 цифр, выставляется 2 балла максимально. Если же допущена одна ошибка, выставляется 1 балл. Более 2 ошибок, ну, если перепутаны местами 2 цифры, то 1 балл. Так. Если будут менять, местами будут. Следующее задание. Необходимо установить соответствие между материком и их географическими особенностями. То есть дети должны знать географические особенности Северной Америки и Африки. И в любой последовательности цифры указывать соответствующую ячейку. То есть под буковкой А под Северную Африку географические особенности и под буковкой Б, что соответствует Африке, цифры географических особенностей. То есть под Северной Америкой дети должны указать, что на западе материка расположена одна из самых крупных горных систем мира, кордильеры, дети должны знать, что к северу от материка расположен один из крупнейших архипелагов мира, да, канадский архипелаг по цифре 3. И 5. Для центральной части материка характерны ураганные атмосферные смерчи или торнадо. Но это все, что характерно для Северной Америки. Все остальное характерно для Африки, а именно наибольшую площадь занимает природная зона пустынь, что недра северной части богаты нефтью, и восточная часть – это современная рифтовая зона с глыбовыми горами и глубочайшими впадинами, многие из которых заняты озерами. Это все характерно для Африки. Если в ячейке А, скажем, написано не строгая последовательность 2, 3, 5, а, скажем, 5, 3, 2, наоборот, это не принципиально. Главное, чтобы все 3 цифры были. Если же цифры не совпадают, ну, скажем, одна ошибка, снимается балл и 1 балл ставится. Если будут 2 ошибки и более, выставляется 0 баллов. Ну а вот 5.2 вопрос, его можно оценить уже 3 балла. Это максимальный у 7 класса балл. Необходимо заполнить блок-схему. Для этого по указанной на схеме названию географических объектов определите и запишите название одного из 2 материков, указанных в задании 5.1. То есть это может быть или Африка, или же Северная Америка. Детям необходимо выбрать. То есть они должны проанализировать схему, проанализировать соответствующие географические объекты. И дети должны сразу определить материк, который будет взят как эталон. А в помощь им Эфиопское Нагорье, которое уже подписано, и есть объект Танганьика. Эфиопское Нагорье и Танганьика изучается в 7 классе при изучении Африки. Поэтому из всех объектов должны дети выбрать только африканские. То есть они сюда должны написать Африка.
подписать материк, и выбрать из предложенного списка. Конго – это река Африки. Ориноко можно сразу вычеркнуть, потому что это Южная Америка. Что Ниагара – это водопад Северной Америки. Виктория может быть озером, может быть водопадом в Африке. Может быть и большая песчаная пустыня Виктория в Австралии. Но здесь только говорится или Северная Америка, или Африка. Поэтому пока можно оставить. Так, Амур – это река Евразии. Анды – это горы Южной Америки. Тоже все это, можно сказать, зачеркивается. Кавказ – Евразия убирается. Тибести – это в Африке. Байкал – это в Евразии. Замбези – это река Африки. Апалачи – это горы в Северной Америке. И Тибет – горы в Евразии. И получается, то, что они зачеркнули, к ним они не прикасаются. Уже, можно сказать, полдела сделано. Необходимо потом дальше из оставшихся объектов составлять схему. То есть дети уже указали, что материк – это Африка, что Нагорье может быть эфиопское и еще какое-то. Из списка они должны выбрать, что это Нагорье Тибести, что в Африке протекают реки, такие как Конго и Замбези, а Танганьика и еще что-то – это озера Африки. Поэтому сюда пишут слово «озера», а внизу выбирают из списка возможные озера Африки. Это Виктория. И если схема заполнена правильно, написано материк, Тибести, реки Конго и Замбези и озера Виктория, за это правильную заполненную схему выставляется 3 балла. Если же допущена одна ошибка, допустим, написан Нагорье поменяли, или же озеро, скажем, Байкал написали, одна ошибка есть, снимается 1 балл, то есть 2 балла можно заработать. Если же допущены 2 ошибки, 1 балл. Если же указано 3 и более ошибки, 0 баллов. Но обязательно с указанием, правильным указанием материка. Если материк указан неверно, уже не ставится балл. Это считается, что ребенок не понимает, где находится географический объект. Не на том материке они определили. Так, идем дальше. Тоже часовые пояса. Задание 6 выполняется с использованием политической карты мира, приведенной на странице 11. Сейчас я ее вам пролистаю. Вот она так выглядит. На ней тоже должны дети кое-что указать. Это уже политическая карта. Обратно вернусь, извините, придется так скакать. Итак, Томас и Акио познакомились на чемпионате мира по футболу. Акио живет в столице Японии, а Томас в столице Германии. Подростки общаются через интернет, и при общении им приходится учитывать разницу во времени. На политической карте мира, приведенной на странице 11, выделите штриховкой страны, в которых живут подростки. То есть это задание выполняется при условии, что на карте штриховкой выделена Япония и Германия. Если сделали, выставляется 1 балл. Следующее, 1 балл выставляется за правильное подчеркивание. Так. Ну, если, скажем, выделена любая страна, или же Япония, или же Германия, 0 баллов. Должно быть все страны выделены. Так. 6.2. Задание. Вследствие вращения Земли время различается в разных ее частях. И в Японии день наступает раньше, чем в Германии. Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите названия городов под соответствующими часами. Итак, в задании 6 уже написано, что Акио живет в столице Японии, а Томас живет в столице Германии. То есть дети должны понимать, учащиеся, что столица Японии – это будет город Токио, а Германия – это город Берлин. Часто дети не читают название, что надо подписать города, они пишут сразу государство. Это считается ошибкой. Поэтому должны указать Токио
и Берлин. Но правильно указать, где будет Берлин, а где будет Токио. В задании здесь указано, что в Японии день начинается раньше, чем в Германии. И вот зная, что в Гринвиче полночь, в каком-то населенном пункте еще час ночи, а в каком-то уже 9 утра. Зная, что в Германии позже наступает день, а в Японии раньше, 9 утра 24 мая будет Токио, город Токио. А час ночи еще в Берлине. За это выставляется тоже 1 балл. Если, скажем, хоть и написано, скажем, правильно государство, Германия и Япония под часами, ответ не засчитывается. Необходимо указывать столицу государства. Следующее задание. Акио отправил Томасу электронное сообщение в 11 часов по местному времени. Какое время будет отображаться в следующем окне на экране смартфона Томаса, когда он получит сообщение от Акио? Не зря создатели этого ВПР написали циферблат, насколько будет отличаться время между японским и германским временем. Если Томас отправил сообщение в 11 часов по местному времени, то 3 часа утра будет отображаться на экране время у Томаса, получается. Акио отправил в 11 часов дня, так сказать, а Томас еще не получил или спит, 3 часа ночи, получается. У него будет время на смартфоне. То есть разница у них будет 8 часов. То есть они должны 9 вычесть 1 час, 8 часов. И то же самое, такое же решение в задании с электронными часами. Следующее задание 7. Использование, анализ таблицы и анализ круговой диаграммы. Итак, в 7 задании необходимо расположить страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. То есть учащиеся должны проанализировать численность населения в миллионах и порядковый номер. То есть на первом, начиная в порядке увеличения, начиная от самой маленькой численности. Самая маленькая численность под номером 3 в Нигере, 22 миллиона человек. Поэтому в первую ячейку они ставят цифру 3. Во вторую ячейку ставят порядковый номер 2, потому что в Великобритании 66 миллионов человек. В четвертую ячейку ставят цифру 4, 126 миллионов человек в Японии. Ну и самое большое население в Бразилии. Это порядковый номер 1. За это задание тоже 2 балла. Ошибка, если будет одна ошибка, перепутаны местами, снимается балл. Так, диаграмма. Возрастной состав населения какой страны отображает представленный на рисунке диаграмма. Название страны подпишите. Итак, здесь необходимо детям, учащимся, проанализировать столбики, где написана доля населения в возрасте до 15 лет, дети, доля населения от 15 до 65, взрослое население, и старше 65 лет. И если мы пролистаем, что огромная доля населения в возрасте от 15 до 16 лет, больше половины, что большая доля, примерно одинаковая доля населения детского возраста или старше 65 лет. Проанализировав данную круговую диаграмму, дети должны прийти к выводу к тому, что примерно одинаковая доля что детского возраста, что старше 65 лет в Великобритании, 17-18%. И больше половины, большая доля экономически активного населения. Поэтому они должны, учащиеся, написать, что это государство Великобритания. Сюда пишем. Ответ
Великобритания, который оценивается в 1 балл. Так. 8-й вопрос. Здесь уже фотографии еще. Напоминаю, чтобы фотографии были четкие, хорошо прослеживаемые, особенно географические объекты. Вот представьте, что вы познакомились со своим сверстником, который живет за границей, и он прислал вам фотографию, сделанную в его стране. Рассмотрите фотографии и ответьте на вопрос, в какой стране живет сверстник. Итак, ну, конечно же, в первую очередь бросается в глаза Колизей. Легко определить по географическому объекту, что это Италия, что здесь виноградники, что есть морское побережье. Поэтому дети пишут государство Италия и правильно получают 1 балл. Главное, чтобы фотография была очень четкая. Необходимо в задании 8.2 рассмотреть рисунки, это очертания географических объектов, и выбрать рисунок с контуром страны, в котором живет данный человек. То есть Италия, мы знаем, что Италия похожа на сапог, дети должны написать букву «Б». Но этого будет мало, потому что необходимо еще указать, в какой части света находится данная страна. То есть они должны написать в ответ в ячейку буковку «Б» и написать еще часть света. Не материк, а именно часть света – это Европа. И после этого только ответ оценивается в 2 балла. Ну, соответственно, если не указали часть света, потеряют балл, то есть 0 балл. 1 балл. Так, ну вот по системе оценивания, как я уже сказала, максимальное количество баллов 3 балла в задании 5.2. Остальные оцениваются в 1 или же 2 балла. По оценкам. Максимальный балл можно набрать 35 баллов. Если ученик набрал до 10, 10 включительно, 0,10 это оценка, к сожалению, 2. Если набрали от 11 до 22, это троечка выходит. От 23 до 30 это оценка 4. Ну и 31 включительно до 35 это оценка 5. Так, вот сегодня, на сегодня, думаю, пока с вами попрощаемся, да, по 6-7 классам. На следующей неделе в это же время, 4 часа, подключаемся и смотрим вебинар по поводу ВПР, оценивания ВПР, какие нововведения по 8 и 11 классам. Ну, большинство все-таки географию мы в 10-11 классах ведем 2 года, и 10, и 11. Кое-кто даже и профильные географию. Поэтому до встречи. Если есть какие-то вопросы, можно сразу же в чате набирать или какие-то голосовым сообщением, можно включить микрофон. Если нет, то можно и прощаться. Так, спасибо вам большое, что слушали данный вебинар. До скорой встречи. Если вопросов нет, то до свидания.